17 миллиардов рублей выделят в следующем году на госпрограмму «Социальная защита населения». Тенденция по вливанию федеральных средств сохранится. Рабочее совещание прошло в региональном госсовете. Жилье для детей-сирот, ветеранов, выплаты для малоимущих и пенсионеров. Приоритеты профильного ведомства остаются неизменными. Александра Головина продолжит. Самая большая статья расходов отрасли социальной защиты населения – это, конечно, соцвыплаты, значимость которых в прошлом году особенно выросла. Большое внимание и уровню бедности населения. К 2030 году его планируют снизить уже в 2 раза. Каждый третий житель республики получает выплаты в рамках подпрограммы гособязательства в сфере соцзащиты. Все меры социальной поддержки должны работать своевременно и в полном объеме. И это главная задача профильного ведомства на сегодня. Больше 2 миллиардов рублей получат в этом году семьи, где родился ребенок. Также в этом году введены новые меры для многодетных семей. Это, например, проездные билеты, выплата на дымовые, противопожарные извещатели. Работа по обеспечению жильем детей-сирот остается одной из наиболее сложных и требующих значительных бюджетных ассигнований. Объем средств республиканского бюджета на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот 2021 год составляет 375,6 миллиона рублей, в том числе за счет федерального бюджета 66,1 миллиона рублей. В рамках выделенных средств планируется обеспечить жильем 260 человек. В Республике Коми подлежат обеспечению жилыми помещениями 2022 человека. Право на получение жилого помещения наступило у 1280 человек. 274 гражданина имеют неисполненное судебное решение. Господдержка оказывается и в решении жилищных вопросов для ветеранов Великой Отечественной, боевых действий и инвалидов. Сейчас в своей очереди ожидает 201 человек, 32 будут обеспечены уже в этом году. При этом, по прогнозам, выделенные средства потратят не в полном объеме, зачастую граждане и сами отказываются от единовременной выплаты. Причины самые разные – от высокой стоимости жилья до низких доходов. У граждан просто нет возможности произвести доплату за приобретение квадратных метров. Относительно проекта госпрограммы на 2022 год отмечу, что ее финансирование за счет республиканского бюджета запланировано в сумме более 17 миллиардов рублей с увеличением относительно объемов текущего года на 959 миллионов рублей. Основное увеличение средств связано со строительством объектов социальной сферы, в том числе Кунипского интерната, завершение строительства корпусов Тентюковского дома-интерната, разработки ПСД, строительство нового корпуса Халецкого интерната. На эти цели планируется выделить 465 миллионов рублей. Программа по снижению доли населения с доходами ниже прожиточного минимума работает в регионе с прошлого года. И по планам к 2030 году уровень бедности снизится вдвое. Социальный контракт, выплаты для детей от 3 до 7 лет, комплексные меры поддержки позволили сохранить показатели бедности на уровне 2019 года. Александра Головина, Олег Юшков, телеканал Юрган, Сыктывкар.